В настоящее время двое сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе нападения, находятся в реанимационном отделении. Это Ислам Гогиев и Алихан Гайсанов. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. У обоих ушибы головного мозга легкой степени, ушибы мягких тканей головы, лица, туловища, конечностей. В настоящее время состояние средней степени тяжести, получает консервативную терапию, оперативное лечение не нуждаются, оказана вся необходимая помощь. Еще 4 сотрудника также находятся в реанимации, но уже в результате ДТП. Они по трагической случайности, направляясь на помощь коллегам, попали в аварию и не доехали до пункта назначения. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Они более тяжелые, больной Катиев, сочетные тяжелые травмы головы, шейного отдела, грудной клетки и конечности. У Катиева перелом 5-6 шейных позвонков, перелом ребер, перелом грудины, перелом верхней конечности. Больной Осмиев, тоже сочетные травмы, ушибом головного мозга, с переломом шейного отдела позвоночника. И больной Гогиев, тоже сочетанные травмы, ушибом головного мозга, пневмоцефалия, переломом основания черепа и переломом нижней конечности. Всем оказана необходимая помощь, прооперирована и лечат дальше консервативно. Дежурная часть позвонили, сказали, что на пост напали, нападение. Мы ехали туда на подкрепление. Не доезжая до поста, не знаю, что там было. По-моему, нам не уступили дорогу. Вот, все, больше ничего не помню. По предварительной информации, всего 3 сотрудников ДПС были госпитализированы после нападения. Один из них, по данным врачей, 29-летний Анзор Албагачиев. Он был доставлен в Сунжутскую ЦРБ. Оказывают квалифицированную медицинскую помощь. В данный момент состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, то есть стабильно тяжелое состояние больного. Навестить пострадавших приехал Юнузбек Евкуров. Медики рассказали главе о состоянии пациентов. Юнузбек Евкуров поручил Минздраву оказать высококвалифицированную медицинскую помощь и, если есть в этом необходимость, транспортировать больных в иногородние клиники. Если окажем помощь, то посмотрим. Надо в Москву эвакуировать? Полностью все, помощь оказана, пока необходимости нет, потому что все сделано. В принципе, все... Если что надо будет, да, если что. Все уже обсудили с министром здравоохранения. Пока переводим главного клинического доктора. Мы всегда раньше это делали с военного госпиталя. Специалисты приведите, посмотрите, Напомню, в воскресенье в 17:30 на посту ДПС в районе села Яндарь Назрановского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизиться к посту и совершить нападение на сотрудников правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения 2 преступников были нейтрализованы. Решением руководителя оперативного штаба НАП, начальником управления ФСБ России по Республике Ингушетия, на территории района введен режим контртеррористической операции. При нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. 2 сотрудников полиции получили ранения, 1 погиб. Установлена личность одного из 2 бандитов, напавших на стационарный пост ДПС. По данным газеты «Ингушетия», уничтожена при перестрелке житель республики Магомед Мурзабеков. Сейчас устанавливается личность совершившего самоподрыв. В принципе, я стараюсь попадать в поле зрения по разным мотивам, по направлению. Ну, а так ярко выражено такого участия в банподходе их не было, в Ронске они не были, они были, жили такой жизнью без разыскной. Вот на этом поле зрения тоже. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительной информации, мощность бомбы, сработавшей во время взрыва на стационарном посту, составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24.